Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем лекции по истории Абхазии. И сегодня тема такая: внешнеполитический фактор и провозглашение независимости СССР Абхазии 31 марта 1921 года и 19 февраля 1922 год. Из истории мы знаем, что в этот период грузинское правительство проводило шовинистическую политику по отношению к абхазам. Вслед за установлением советской власти 4 марта 1921 года была продекларирована независимость абхазского государства в форме СССР Абхазии, которая просуществовала около года. Это была уникальная ситуация в истории Абхазии. Недавно рассекреченные документы, попавшие в руки абхазским историкам, многое объясняют уже сегодня. Я хотел бы сказать о том, что независимая ССР Абхазия 1921 года, а конкретно это с 31 марта 1921 года, со дня провозглашения, и до 17 февраля 1922 года, это неопровержимый факт, его признают все, и даже наиболее ярые грузинские исследователи говорят о том, что на самом деле этот период был, нельзя этого отрицать, потому что она так и называлась независимая ССР Абхазия. Лакоба Станислав Засимович, историк-кавказовед, известный политик, литератор, профессор АГУ, лауреат Госпремии имени Гулия, автор Лыхнинского обращения 1989 года, главный редактор и соавтор учебного пособия «История Абхазии». Ряд лет работал корреспондентом газеты «Советская Абхазия», затем ученым-секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. Окончил заочную аспирантуру под руководством профессора Дзидзария. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Абхазия в годы Первой Российской революции». Работал в Абьяли имени Гулия научным сотрудником, зав. Отделом истории, ведущим научным сотрудником. В качестве приглашенного профессора занимался научной работой в Центре славянских исследований Университета Хоккайдо, где издал 2 книги: «Круг научных интересов. История и культура народов Кавказа. Мировая и региональная политика. Восточная поэзия и литература». Автор более 100 монографий и книг, статей и очерков. Абхазская государственность, она насчитывает много столетий, мы знаем об этом все, но вот в новое и новейшее время происходили очень интересные вещи, и была своя специфика всегда в Абхазии, в отличие, там, скажем, от других стран кавказских. Но достаточно сказать о том, что Абхазия, Абхазское княжество, можно сказать, что позже всех на Кавказе утеряла абсолютно свою государственность, так как она обладала все же автономией в составе Российской империи. В 1864 году полностью утеряла государственность, и государственность эта была восстановлена 11 мая 1918 года. Мы знаем, что было очень много разных мнений, особенно в советский период, учитывая, что была запретной темой тема Горской республики, Абхазского народного совета и в целом периода 1917-1921 годов. И как-то абсолютно не освещалась эта проблема, запрещалось, в общем-то, работать в архивах. Но в свое время эти архивы были раскрыты, и мы узнали очень много интересных подробностей. Вообще нужно сказать о том, что если вот в советской истории считалось, что как бы государственность была утеряна в 1810 году, и только в
1921 году, то есть при советской власти она была восстановлена, то выясняются некоторые подробности. Все же можно считать, что фактически была восстановлена государственность абхазская в форме Северокавказской Федерации Горской именно 11 мая 1918 года, и огромную роль в этом процессе сыграл Абхазский народный совет. Вы знаете, во главе стоял Басария Первого Абхазского совета. Были такие деятели, как Александр Шервашидзе, Таташ Маршани, Михаил Тарнава, Самсон Чанба. Было очень много интересных, колоритных личностей. И они сыграли, можно сказать, в тот период огромную роль. Потому что большевики в 18 году они не преследовали такую цель, как создание независимой государственности или вообще создание независимой республики. Речь шла только о советской партии, о советской власти, о большевистской партии и так далее. Я хотел бы сказать о том, что именно депутатам Абхазского народного совета принадлежала вот эта идея абхазской государственности. И именно они поставили этот вопрос. И в результате 11 мая 1918 года на Батумской международной мирной конференции Горская республика получила признание де-юре, в том числе со стороны некоторых стран. И это очень важный фактор. Почему я говорю об этом? Это такая как бы предыстория к 2021 году. Уже без этого периода невозможно понять следующее. Дело в том, что вот грузинские ученые, они отрицают, что якобы никакой оккупации не было в 18 году, что Абхазия была там автономной частью Грузии, но они забывают о том, что в принципе все было разрушено, была разрушена империя. Вот, и они забывают о том, что 26 мая была провозглашена 18 года Грузинская республика, в то время как Абхазия уже была частью Горской республики с 11 мая 18 года. И потому, когда во второй половине июня 18 года грузинские войска вошли в Абхазию, именно поэтому правительство Горской республики сделала резкие протесты относительно того, что Абхазия оккупирована со стороны Германии и стороны войск Грузинской республики и требовала немедленно покинуть территорию Абхазии. Это очень важный факт. И он был опубликован где-то уже в 1994 году в сборнике документов Дагестана. Вы знаете, очень интересная работа вышла. То есть мы это предполагали, мы об этом писали раньше, но мы не знали, что появятся документы, подтверждающие такие факты. А все это вот в период, скажем, 89-го, 90-го, 91-го года отрицалось в полемике грузинскими учеными. Они говорили, что Абхазия вообще никакого отношения как бы не имеет. И эта традиция, она, конечно, продолжилась потом. То есть я что хочу сказать? Все же восстановление абхазской государственности, хотя и в некоторых, и в том числе и в нашем учебном пособии первом было сказано, что это произошло в период советской власти в 1921 году, но на основе вот последних исследований можно сказать, что это произошло 11 мая 1918 года. Это очень важный факт. Потом был период оккупации, и потом был период советизации, так называемой, который здесь совпал у нас с 1921 годом, с послаблением советской власти, с новой экономической политикой, когда не было у нас массовых репрессий здесь, это совершенно очевидно. И народ воспринимал Абхазию, установление этой власти, новой власти, как избавление от всех этих, так сказать, ужасов грузинской оккупации, которая была здесь в этот период 18-21 годов, о чем прекрасно писали такие известные поэты и писатели, как Мандельштам, Исаак Бабель. Можно почитать и посмотреть непосредственно из того времени их записки, их оценки того периода, того, что произошло. Теперь вот то, что касается 1921 года. Это очень интересный период, потому что некоторые, в том числе и политики, они путают. Они говорят, что да, Абхазия была союзной республикой. Но сегодня мы знаем, я сначала хочу коротко об этом сказать, потом привести документы, чтобы не было путаницы, чтобы я вас не запутал. Произошла очень интересная вещь. 31 марта 1921 года
как я уже говорил, была провозглашена независимая, она так и называлась, независимая ССР Абхазия. Но спрашивается, почему независимая? Потому что еще не было СССР, Советского Союза. Как мы знаем, СССР возник в декабре 1922 года, а это был период предшествующий. И здесь тоже была какая-то исключительность во всем этом. В чем она заключалась? Она заключалась прежде всего в том, что Абхазия была независимой как от советской России, так и от советской Грузии. То есть это была совершенно самостоятельная страна, республика, которая занималась даже внешнеэкономической деятельностью, политической деятельностью. Это был очень интересный период, это был расцвет. И она просуществовала около года. Вот некоторые говорят, вот 16 декабря 1921 года это конец. Ничего подобного. Если говорить о независимом периоде, то это 17 февраля 1922 года, когда первый съезд Советов ратифицировал. И это получается около года. Почему это так важно для нас? Потому что мы очень часто сталкиваемся и сталкивались в полемике с грузинскими учеными, которые говорили, ну что там около года просуществовало, и вы все время вспоминаете. Но когда на вопрос мы отвечали вопросом, почему же вы вспоминаете все время Конституцию Грузии 1921 года, которая была принята в 21 февраля и прекратила существование 25 февраля с советизацией, всего 4 дня. Понимаете, она даже не успела вступить в силу. Тем более, что абхазский народ не принимал в этом никакого участия, не принимал и бойкотировал выборы в учредительное собрание. И вот у нас очень многие историки, в том числе и наши историки советского времени, именно потому, что не было полноты, видимо, материалов каких-то. С другой стороны, ограничивался доступ. Конечно, они не знали о некоторых интересных сведениях, которые, в общем-то, хранились в архиве. Вот. Я в свое время просто обратил внимание, и вот вышла эта книжка «Очерки политической истории Абхазии» в 1990 году. И я обратил внимание на то, что в этом может быть и внешнеполитический фактор. То есть помимо того, что был Ревком и были все эти дела, понимаете, советские, что там была какая-то подоплека событий. Во-первых, что за миссия Эшба, Лакоба, которые вдруг уехали в Турцию в такой период, понимаете, очень сложный период. Вот. И были такие отрывочные сведения. Вот Дзидзария, например, в книге Ефрем Эшба упоминает о том, что Ефрем Эшба пишет, что я был у Ленина и выполнял очень важное задание и был на приеме у Кемаль-Паши в Ангоре, то есть в Анкаре. Интересно, что Эшба был довольно приближен, конечно, к Ленину в тот период. Он был высокопоставленным сотрудником Наркомнаца. Потом вместе с Лакобой они принимали участие в Первом съезде народов Востока в 1920 году в Баку, где они были делегированы для работы как раз-то вот в Турции. Вы знаете события, которые происходили в Турции. Советская власть, она укреплялась повсеместно, расширялась, и, естественно, у большевиков была задумка Турцию сделать еще одной советской республикой, хотя в Турции были очень сложные отношения в этот период и с англичанами, и с греками, приходилось вести войну. Был такой деятель национально-освободительный, как Мустафа Кемаль, впоследствии известный как Ататюрк. Были вокруг него высокопоставленные абхазцы, вот, которые очень влияли, и в том числе и черкесы, и другие люди, они очень влияли, конечно, на Ататюрка. И во многом я подумал, что, возможно, это определяло и характер этой дипломатической миссии, которую они выполняли. Известно, что с октября-декабря 1920 года они партиями переезжали на территорию Турции. И открыто вступили в контакт, можно сказать, с кемалистским руководством. То есть они еще окончательно к власти не пришли, шла война, гражданская война. В свое время, в свою очередь, Ататюрк тоже хотел заручиться поддержкой советской России и Ленина.
чтобы не воевать на 2 фронта и 3 фронта, чтобы была поддержка и военными методами, и финансами, и чтобы Турция могла, в общем, одержать эту победу с англичанами, как они считали, и, естественно, они могли вести войну на 2 фронта. И нужно также учесть, что очень многие абхазцы, они в этот период, многие абхазцы, многие были на стороне, там, скажем, прежней султанской Турции, но многие были в окружении Ататюрка, именно абхазы, черкесы, и проводили очень большую работу. И вот я хочу сказать, что на моторные лодки отправились отсюда, в общем, группа абхазцев. Это и Нестор Лакоба, Михаил Лакоба, Ефрем Эшба, это и Джибе, двое человек по фамилии Джибе. Это Джикерба такая Мария была, очень известная женщина тоже. Это Миканба, это Хемди Джихоглы, родной брат Сарии Лакоба, будущей жены Нестора Аполлоновича. Вот. И есть описание, как они вошли в контакт со многими высокопоставленными людьми из военной среды, политической. В частности, это было сделано в Трабзоне через некого Кяхия Бея. Вот. Есть также сведения, что вообще-то отец Сарии был в родстве с Ататюрком. Тоже интересный материал. Вот. И, естественно, они разбились на части. Одна часть поехала в Анкару. Это Ефрем Эшба, Михаил Лакоба и Миканба, кажется. А остальные, они отправились в Трабзон и в Константинополь или Стамбул. И там проходили встречи. То есть несколько групп, несколько направлений было. Есть интересные описания, которые, вот, между прочим, опубликовал Руслан Гошба. Это воспоминания Сулеймана Бганба, вернее, его сына и внука, о том, как они принимали в этот период Нестора Лакоба. Кто такой Сулейман Бганба? Он был участником абхазского десанта в 18 году здесь, в Абхазии. Тоже был военный, высокопоставленный, вхожий в такие круги серьезные турецкие. И вот они рассказывают, какая помощь была оказана. И, кстати, есть свидетельство о том, что они встречались не только с Рауфом Урбаем, знаменитым Рауфом Урбаем, адмиралом, абхазцем по происхождению, по фамилии Ашхарова, но и такой известный деятель Ининю такой, один тоже из подвижников Ататюрка. Вот. Ну, чтобы говорить вот дальше о значимости этих людей, можно сказать, что вот Ашхару Рауф Урбай потом стал председателем Совета народных комиссаров Турции. В 22-23 годах он был. А Ининю после него стал. В общем, они принимали участие во многих переговорах, международных конференциях. Но можно также сказать, что Рауф Урбай, он в 1942 году, например, был послом Турции в Великобритании и был в приятельских отношениях с Черчиллем, очень близким человеком был. И вообще сыграл очень огромную роль в становлении вот Ататюрка и вообще кемалийского движения. Но, как это обычно бывает, потом, когда Ататюрк стал во главе Турции, он отодвинул этого человека, не только его, но и многих других черкесов, которые оказали большую поддержку. И вот что же выясняется? Выясняется, что они вели определенную работу и были посланы, естественно, Лениным для того, чтобы войти в контакт с Ататюрком, заинтересовать. То есть было много групп, но, судя по всему, их группа выполняла задание в том направлении, чтобы Батум и Батумская область, то есть Аджария, отошли или к Советской России, или к Советской Грузии, неважно. Ну, в конце концов, она отошла к Советской Грузии, как мы знаем. В обмен на что? Вот в обмен на что-то, понимаете? И что-то было обещано. Вот. Что было обещано, я об этом говорил как о предположении, но сегодня вот мы в этом плане еще продвинулись. Дальше вот я скажу о некоторых публикациях, которые были сделаны. Происходят очень интересные вещи. В ходе переговоров, которые шли там, вдруг в Батуми происходят тоже очень интересные события. Вот. Я хочу сказать о том, что вот
вся эта группа, и Эшба, и Лакоба, они вернулись где-то только 6 марта 1921 года в Абхазию. То есть их не было несколько месяцев. Вот. А 4 марта 1921 года мы знаем, что советская власть в Сухуми была установлена. Вот. И 6 марта, как только они приезжают, формируется Ревком новый. Ну, во главе Эшба, Лакоба и Акертава. Мы знаем все. И вот как только они приезжают, тут же ставится вопрос о независимости СССР Абхазии. И принимается целый ряд документов. Создается даже оргбюро РКПБ в Абхазии. То есть даже по партийной линии. Понимаете все? Ну, все знают, наверное, разговор по прямому проводу Эшба и Орджоникидзе. Довольно тяжелый разговор. Это 26 марта уже. А до этого и Эшба и Лакоба, они пишут о том, что Абхазия должна быть независимой. Особенно Эшба отстаивает, кстати говоря, вот этот тезис. И он говорит о том, что Абхазия должна быть независимой республикой. И натыкаются они на противоречие с кем? Это прежде всего Орджоникидзе и Сталин. Вот. Но нужно учитывать то, что Сталин, конечно, знал Эшба, безусловно, но грузинские большевики имели большее влияние, чем Эшба, конечно, на него. Ленин вынужден был с ними тоже считаться в этом отношении. Но, судя по всему, вот этот размен, и можно себе предположить, что было обязательство о том, что в случае, если Батумская область отойдет Грузии, то Абхазия получит независимую республику. И, в общем-то, это и произошло. Вот 16 марта вдруг подписывается договор между Россией и Турцией 1921 года. А 18 марта 1921 года советская власть устанавливается в Батуми. Вот. А дальше именно в Батуми происходит вся эта процедура. Вот опять в Батуми 28 числа они приезжают, о структуре советской власти, и о партии речь идет и так далее. Вот. И в 1921 году принимают это решение уже 31 марта о том, что провозглашается независимая СССР Абхазия. Вот. Ну, я почему об этом говорю? Вот вы представьте себе, Орджоникидзе и Сталин против, а все равно это происходит. С молчаливого согласия, естественно, Ленина, потому что было какое-то обязательство. Иначе РКПБ никогда, оргбюро создано не было бы, естественно. Никогда бы не дали. Эшба бы не говорил таким образом по прямому проводу с Орджоникидзе, просто настаивая. Орджоникидзе хотел, чтобы Абхазия была там договорной с Грузией. А Сталин вообще говорил об автономии, он же ставил вопрос о независимой ССР Абхазии, которая бы в дальнейшем могла бы войти там в состав Российской Федерации. Вот. Ну и можно сказать о том, что вот этот обмен, он, в общем-то, состоялся. Вот. Почему я говорю, вот недавно совершенно Новиков, такой исследователь, вот в «Кавказском сборнике», том 8, дело в том, что в 90-м году я писал о том, что, возможно, когда-нибудь будут найдены документы, то есть отчеты Эшба или Лакоба в архивах российских. И вот Новиков в Российском архиве социально-политической истории, он нашел эти документы вдруг, понимаете, где очень подробно описываются эти встречи все. Я имею в виду и с Кемалом Ататюрком, и с министром иностранных дел Турции и так далее. То есть совершенно очевидно, что они не как разведчики нелегально приехали, а приехали по согласованию. Двери были везде открыты, они везде встречались, со всеми общались. Вот. Ну вот, опять возвращаясь к Сулейману Бганба, хочу сказать, какой фурор вызвала эта поездка и вообще сколько абхазцев приезжало туда, как принимали их. Это очень подробно говорит. Еще немаловажно, что в 22 году у Нестора Аполлоновича рождается сын, и он его называет Рауф. Ну, ясно, в честь кого? Только Рауфа Орбая он мог так назвать сына. И, естественно, без поддержки Рауфа Орбая и других невозможно было бы, конечно, это пробить через Ататюрка. То есть через его согласие, конечно, все это прошло. Понимаете? Это был один из очень важных документов принят. И вот что интересно, здесь это можно много говорить обо всем.
Вот. И вот в этом отчете, в одном из фрагментов говорится, это уже документ апрель-май 1921 года, они делают отчет для структуры народов Востока, где был съезд. Но вот, в частности, Эшба об основе необходимой жесткой политики по отношению к Турции пишет: нужно создать такую политику, которая бы привязала правительство Кемаля определенной зависимостью к советскому правительству, которая бы заставляла ежеминутно чувствовать авторитет советской России. Одним из подобных, очень желательных политических фактов является батумский пример. То есть мы знаем, видите, он ссылается на батумский пример. Естественно, в этих документах они не могли писать все то, что они могли видеть, там, слышать. Например, не приводятся абхазцы, с кем они встают, то есть чтобы не подставлять каких-то людей. Понимаете, в основном дается общие оценки вот этим людям, общие характеристики. Но вот этот момент очень важный, где говорится как раз о батумском примере. Батумский пример – это именно тот пример, который, в общем-то, и был разыгран. Я имею в виду тогда. А потом был закреплен Карским договором 1921 года, который считается бессрочным, и по которому, между прочим, Россия и Турция являются гарантами аджарской мусульманской автономии. Понимаете? Вот есть какие-то и другие вот материалы, я имею в виду вот интересная тоже фотография, потом можно будет ближе снять. Вот видите, парусник такой, вот здесь явно Лакоба Нестор, это очень похож на Орджоникидзе человек. То есть, я думаю, это произошло все же в день провозглашения независимой ССР Абхазии в Батуми. Вот такой парусник довольно внушительный, очень интересный. И хотел бы также сказать о том, что невозможно вообще любая наука без каких-то гипотез, каких-то мнений, каких-то догадок. Невозможно развитие, конечно, науки, особенно и истории в том числе. Вот. И я думаю, что это вот один из тех примеров, который сегодня можно с большей уверенностью говорить о том, что это на самом деле имело место. То, что произошел этот обмен. И внешнеполитический фактор сыграл огромную роль. То есть не так, что где-то там собрались, решили, пошли и, в общем-то, и сделали. И как бы притворили в жизнь эти события все. Нет совершенно. Но очень важный момент еще и другой. Вот многие грузинские историки пишут о том, что Сталин и Орджоникидзе никогда не преследовали интересы Грузии, что все это абсолютно ничего подобного, как коммунисты. Они были врагами меньшевиков грузинских, но они преследовали, естественно, тоже грузинские интересы. Они были не меньшими грузинами, может быть, даже большими грузинами, чем те, кто их критикует, кстати говоря, сегодня. И открыто говорят об автономии. Вот, и ясно, что по мере того, как позиции Ленина в Кремле пошатнулись в связи с болезнью, укреплением Сталина, и, кстати говоря, вот все это развитие абхазской государственности, мы знаем, пошло по нисходящей, от высших форм к низших. Сначала там договорная, потом автономная республика. Но Сталин, автономная стала только в 1931 году. Но Сталин же в 1921 говорит, не давать, финансы не давать, это не делать, то не предпринимать. Но 21 мая 1921 года Ревком Грузии признает независимую ССР Абхазию. Это очень важный факт. То есть нам есть чем гордиться в этот период. Некоторые считают, что советская история – это все, в общем, ерунда, но ничего подобного. Там очень интересные были моменты, очень интересные были события. Это продолжение того, что было. Никогда Абхазия бы не получила такой статус независимой ССР Абхазии, если бы не было очень серьезных каких-то обстоятельств. А такое обстоятельство было. И заслуга была оценена в данном случае абхазских большевиков в том, что они смогли посодействовать и воздействовать на Кемаля Ататюрка, на его окружение, и чтобы таким образом Батум был передан
в данном случае Грузии. А вы помните, что Эрдоган и Артвин были переданы Турции по тому договору. То есть Грузия, она приобрела. Она приобрела как бы Батум, но вместе с тем вот с Абхазией получился такой казус, понимаете? Вот. И для меня, например, очевидно, что Ленин, конечно, был повязан какими-то обязательствами перед Эшбо, и он вынужден был идти на эту встречу. Пока он мог это делать, понимаете? Но не было такого большого влияния абхазских большевиков на российских коммунистов. Гораздо большим было влияние грузинских большевиков. Естественно, потом тихо-тихо они отыграли эти позиции. Вот о чем можно было бы, пожалуй, сказать вот в этот период. И я думаю, что, наверное, следовало бы на это обратить внимание. Я хочу сказать о том, что в очень многих работах как бы эта точка зрения принята сегодня. И не только в российской там историографии, но и, кстати говоря, и в другой. И в западной историографии вполне соглашаются с тем, что это могло быть так. Это только по тем материалам, которые я давал раньше. Но сейчас, когда появляется вот эта, например, работа Новикова, он продолжает, насколько я знаю, изучать архивы, может быть, и еще что-то найдет там, скажем, в архивах МИДа. Очень жаль, что никто у нас не работает, скажем, среди абхазцев, которые живут в Турции, не работает в турецких архивах. Вот я давно говорю об этом, и очень хотелось бы, чтобы кто-то нашел там какие-то концы. Вы представляете, только один Рауф Урбаев, он прожил долгую жизнь, но ни один человек его не записал, ни один никогда не поинтересовался ничем. В этом отношении наши абхазцы, конечно, вот я имею в виду российские, они гораздо больше, мне кажется, сделали все же для своей страны, чем смогли это сделать вот, интеллигенция, историки, проживающие там. Очень интересно было бы, например, и тот же Мустафа Будба. Мы не знаем, мы потеряли очень многие источники, понимаете? Можно же было записать этих людей. Вот сегодня мы смотрим фотографии, вот здесь нескольких я могу узнать, остальных нет. Но здесь ведь очень интересные люди могут быть. Так же, как вот интересные фотографии есть опять-таки в Батуми, когда Таташ Маршани в волчьей шкуре приехал туда. Вы знаете, Симон Басари, с ним там Иззет Паша, и кажется, один из них и Ниню там стоит, понимаете? Он был тогда командующим, вот когда встречались абхазцы, Западным фронтом. То есть был самый надежный, так сказать, опора Кемаля Ататюрка. Дело в том, что потом они с Рауфом, как бы Урбаем, разошлись очень резко. Но на тот период, 1921 год, они сыграли все, конечно, колоссальную роль. И Лакоб и Эшба нашли общий язык с этими людьми. Это безусловно. Я думаю, и по родственной линии, и по другой. Там даже, вот, вы знаете, были представлены и лазы, и абхазцы, и аджарцы. Там очень много людей было представлено, понимаете, которые могли бы через диаспору как-то воздействовать. А то, что диаспора была очень сильно задействована, об этом как раз говорит и сын, и внук Сулеймана Бганба. Вот большая работа, вы знаете, вышла Гошба, Руслана, и там он описывает этот отрывок, как принимали. Но это, конечно, не просто так. Ну вот коротко, о чем я хотел бы, в общем-то, сказать относительно провозглашения независимой ССР Абхазии. Когда вы говорили об 11 мая 2018 года, может быть, даже стоит и удлинить эту дату. А нельзя ли взять как дату восстановления, скажем, ноябрь 17-го, да, именно создание АНС, принятие Конституции и Декларации, где они объявили, да, частью этого, а 11 мая, скажем, как дату признания этого факта. Ну а что касается, собственно, восстановления абхазской государственности, то, конечно, без всякого сомнения, хотя внутренний фактор имел место, да, потому что даже грузинские большевики, коммунисты, они не могли сказать, наверное, в силу секретности этих переговоров, что мы
да, даем самостоятельность Абхазии в связи с какими-то внешнеполитическими играми, а все апеллировали, да, на внутренние этих, что если грузинские меньшевики свои, да, в годы оккупации настолько, да, выставили против себя, настроили против себя население Абхазии, что мы должны им это дать. Но, конечно, на самом деле не только, наверное, грузинские меньшевики, и многие другие регионы могли бы попытаться получить независимость, исходя только из этих условий. И тут действительно, вот, когда мы говорим об этом, как-то внешняя политика и абхазский фактор всегда умалчиваются, замалчиваются. Не то, что замалчиваются, да, они действительно меньше исследованы. Как сказал сам Станислав Засимович, если в науке не будет догадок, значит, наука остановится. Значит, очень интересная гипотеза. Нужно признать, что мы с вами знаем, что раньше говорили, что мафия бессмертна. Да? И мы должны понимать, что геополитический фактор в истории тоже бессмертен. Он всегда присутствует, всегда присутствовал и будет присутствовать. Правда, этот факт не всегда благотворно влияет на Абхазию, абхазцев, но всегда это так. Что касается конкретно 2021 года и провозглашения независимого советского Советской Республики Абхазии, ну, надо признать, конечно, доводы приводимые, догадки, что они за собой имеют определенную почву, безусловно. Но одно мы должны понимать, что геополитика всегда присутствует, и в политике, особенно в большой политике, никогда не бывает друзей, бывают только интересы. Значит, интересы Российской империи никуда не делись от того, что она стала называться Советским Союзом, и интересы Османской империи тоже никуда не делись от того, что Кемаль провозгласил Османскую империю в Турецкую республику. Другое дело, когда мы говорим об интересах, вступает в игру возможности отстаивания этих интересов. Каковы были на тот момент возможности этих двух государств, которые приобрели себя в новом качестве, в новой форме. У них, естественно, возможности поменялись, и поэтому допустим, конечно, даже торг такого великого государства, как Советская Россия, с маленькими государствами, республиками, как Абхазия. Точнее, в данном случае, как представитель Абхазии, Лакоба и Ешба, которые делегируются в Турцию с очень важной миссией. Очень важной для советского государства и очень важной для самой Абхазии. С другой стороны, то, чего они успели добиться, и как свидетельствуют документы, которые приводимы, то, что самый главный аргумент, то, что произошло потом, то, что последовало за этой их миссией, значит, миссия все-таки была успешная. Но тут я хотел бы оговориться, в политике не бывает друзей. Если даже Ленин, да, и человеческий фактор, конечно, вот тут речь шла, что Ленин мог чисто человечески быть связанным с Эшпа и мог от него каким-то образом зависеть. Но с этой стороны мы должны понимать, что политики опять играют главную роль интересы. Не значит, если даже Ленин что-то обещал, он мог бы это выполнить, то ли сдержать слово. Тут мы не можем заключить то, что если Ленин остался бы во главе государства, скажем, Сталин не взял бы верх, он остался бы верен данному своему слову, потому что ситуация поменялась бы, и уже независимость Абхазии могла быть неинтересна так как Сталину, так и Ленину. Как могла бы сложиться история народа, если бы Абхазия осталась независимым государством? Можно только догадываться. Правда, история не признает сослагательного наклонения, но одно неоспоримо – наша судьба была бы менее трагичной. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч!